У вашего ангела есть для вас волнующее сообщение. Ваш ангел видит, что два посетителя преподносят вам огромный сюрприз, потому что они кем-то посланы. Похоже, что два особенных посетителя уже в пути, чтобы удивить вас прекрасными подарками, выражениями любви и обожания от того, кто испытывает к вам глубокие чувства. Ваш ангел хочет, чтобы вы были готовы к этому чудесному сюрпризу, ведь он непременно сделает ваш день прекрасным и наполнит ваше сердце радостью. Вселенная часто действует неисповедимыми путями, и иногда на нашем пути встречаются неожиданные благословения. Такие подарки-сюрпризы – напоминание о том, что вы любимы и ценимы окружающими вас людьми. Вы получаете сообщение через портал сознания. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Это ваш партнер хочет показать вам, как много вы для него значите. Первым посетителем может быть хорошо знакомый вам человек, который втайне готовил для вас этот сюрприз. Они тщательно подошли к выбору подарка, который, как они знают, вам понравится. Возможно, этот человек заметил, что вы нуждаетесь в поддержке, или просто хотел заставить вас улыбнуться. Вторым посетителем может быть человек, которого вы давно не видели и о котором давно не слышали, незнакомец. Они думают о вас и хотят возобновить знакомство. Подарок-сюрприз – это жест дружбы и способ показать, что они по-прежнему ценят ваше присутствие в их жизни. У вас есть люди, которые глубоко заботятся о вас и хотят привнести в вашу жизнь счастье. Это прекрасное отражение любви и позитива, которые вы излучаете в мир. Ваш ангел хочет, чтобы вы принимали эти подарки с открытым сердцем и благодарностью. Выразите свою признательность за эти заботливые жесты и дайте понять дарителям, как много они для вас значат. Благодарность – это сильная эмоция, которая способствует установлению более глубоких связей с другими людьми и привлекает в вашу жизнь больше благословений. Не забывайте обращать внимание на тонкие знаки и синхронизмы вокруг вас. Бог посылает нам послания через неожиданные встречи и удивительные события. Напишите 1111 и поставьте лайк этому видео, если вы доверяете Божьим планам. Эти подарки-сюрпризы свидетельствуют о Божьей любви и поддержке в те моменты, когда жизнь может показаться сложной или неопределенной. Эти подарки-сюрпризы – напоминание о том, что вы никогда не останетесь одни. Ваш ангел и Бог всегда рядом с вами, направляют вас и осыпают любовью и благословениями. Чтобы задуматься о любви и изобилии вокруг, пересчитайте свои благословения и признайте положительные стороны своей жизни. Благодарность усиливает положительную энергию и привлекает в вашу жизнь еще больше благословений. Подарки-сюрпризы, которые вы сейчас получите, это еще и приглашение к распространению доброты и любви среди других людей, так же, как и вы тронуты чьим-то заботливым жестом. Подумайте о том, как вы можете скрасить чей-то день неожиданным сюрпризом. Ваш ангел направляет вас к тому, чтобы вы полностью приняли эти моменты радости и счастья. Позвольте себе быть открытым для любви и доброты других людей. Пусть эти неожиданные подарки поднимут вам настроение
и напомнят о красоте и доброте, которые существуют. Ваш ангел хочет, чтобы вы знали, что вас любят и ценят. Подарки-сюрпризы от двух особенных посетителей – свидетельство любви и обожания, которые испытывают к вам окружающие. Примите эти прекрасные моменты и позвольте им наполнить ваше сердце радостью. Получая эти подарки, выражайте свою благодарность и дарите добро другим людям. Помните, что ваш ангел и Бог всегда направляют вас и осыпают любовью и благословениями. Доверьтесь волшебству этих подарков-сюрпризов. Ваш ангел хочет, чтобы вы знали, вы заслуживаете этих подарков-сюрпризов, вы достойны любви, доброты и счастья. Примите любовь и позитив, которые они символизируют, и верьте в доброту жизни. Будьте благодарны за эти подарки и откройте себя еще больше для благословений. Помните, что вы заслуживаете любви и счастья, и эти неожиданные подарки – напоминание об этом. Доверьтесь руководству своего ангела и Бога и позвольте волшебству этих подарков-сюрпризов осветить вашу жизнь. Чтобы воспользоваться этим часом, напишите «Спасибо, Господи» и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Бог говорит: в течение этого месяца я разверну небеса и проявлю свою силу. Ваша молитва звучит в моих ушах, и благословение быстро приближается. Сейчас не время сдаваться или поворачивать назад. Я прокладываю твой путь и побеждаю твоих противников, чтобы ты шел, не останавливаясь, чтобы ничто и никто не мог тебя победить. В вашем сознании зарождается мечта, в душе горит желание, а в сердце бьется глубокая потребность. Вы ищете могущественного чуда, которое вернет в вашу жизнь и в вашу семью мир и спокойствие, которые вы когда-то пережили. Я хочу, чтобы вы помнили об этом. У меня есть план для вас, для тех, кого вы любите, для ваших детей, даже для тех, кто находится далеко и кого вы давно не видели, а также для тех, кто все еще живет под вашей крышей. Искупление моей могущественной крови достигнет всех, кого вы любите. Ваша молитва не напрасна. Я никогда не нарушаю своего слова. Очень важно, чтобы у вас было отношение веры. Не тратьте свои дни на сомнения и переживания, сомневаясь, придет ли обещанное благословение. Не позволяйте пессимизму затуманить ваше видение, а недостатку веры лишить вас способности оценить множество благословений, которые лежат перед вами. Я даровал столько благословений в вашей жизни. Будьте благодарны за свою жизнь и за свою замечательную семью. Я понимаю, что они не идеальны, что они совершают ошибки и иногда не разделяют ваших мечтаний, но ведь и вы когда-то были таким же. Помните о своих недостатках не для того, чтобы осудить себя, а для того, чтобы понять своих близких и простить их. Не затаивайте обиду и не храните в себе все обиды, которые они вам причинили. Вы должны всегда прощать и забывать, ведь они всегда будут вашими родственниками. Даже если отношения пострадали, если вы не виноваты в их отношениях, простите. Если вы сами способствовали возникновению негативной ситуации, попросите прощения. Не бойтесь, даже если вас не простят, прощайте снова и снова, чтобы в вашем сердце не было обид.
В этом месяце я хочу обильно благословить вас, и начать я хочу с вашей семьи. Относитесь к ним с любовью во все времена. Даже если вы получаете негативные ответы, идите вперед с преданностью, веря в мою любовь и ожидая моего обеспечения. Не бойтесь препятствий и несчастий. Верьте в то, что это благословение придет. Сегодня я хочу знать, доверяете ли вы мне. Благословения наполнят вашу жизнь в этом новом месяце, но очень важно, чтобы вы отпустили прошлое и сосредоточились на настоящем. Не позволяйте ситуациям и людям, которые причинили вам боль, доминировать над вами. Вы преодолели препятствия и стоите на ногах, и это главное. Ваша вера не ослабевает, и вы готовы продолжать борьбу, выходя победителем из всех передряг. Завершите этот новый месяц с триумфом. Получите ободрение и избавьтесь от беспокойства в предстоящие дни. Держитесь за мою истину. Ваша жизнь полна побед, и успех не должен сбить вас с пути. Пишите 1212 и уповайте на Иисуса. Бог говорит: не отступайте от земли, не теряйте бдительности. Не переставайте молиться, сосредоточьтесь на предстоящем пути и не отвлекайтесь от незначительных дел. Впереди месяц процветания, предстоит сделать много важных дел. Всеми силами идите вперед, и когда вы почувствуете усталость, я приду к вам, возьму вас на руки и дам вам силы, которые вам нужны. Я вдохну в тебя дыхание, подумай об этом. Если я буду с тобой, и ничто и никто не сможет победить тебя, ты сможешь пойти далеко. Для меня нет ничего невозможного, и если вы поверили в то, что я говорю, вы сможете осуществить все свои мечты. Многие из них потребуют усилий и времени, но я обеспечу вас всеми ресурсами, умом, мудростью, дарами и талантами. Я прошу вас мечтать о том, чтобы взлететь высоко, мечтать о том, чтобы достичь места, где вы будете благословлены изобилием, здоровьем и процветанием. У вас и вашей семьи будет более чем достаточно, чтобы делиться и отдавать. Я избрал вас для того, чтобы вы и ваши близкие стали благословением для других. И в ближайшие дни начнется новое путешествие. Так будет, ибо я утверждаю, скоро вы увидите великие чудеса, и ваше сердце будет свидетельствовать о том, что моя сила реальна и истинна. Я не принимаю во внимание ваши ошибки и неудачи. Я люблю тебя с самого твоего рождения. Я простил тебя. Не вы выбрали меня, а я выбрал вас. Я решил благословить тебя и благословлю. Примите мое благословение с нежностью, примите его с любовью, поверьте в него с верой. Вы благословлены и будете благословлены. Ваша вера непоколебима, вы выбрали правильный путь, у вас все получается. И именно таким я хочу видеть вас, с глазами, устремленными на мои заповеди, и пусть мое слово всегда наполняет ваше существо. Вам было трудно исправить свои пути, изменить курс своей лодки, приложив все свои силы. Божественный ветер дул в ваши паруса, потому что вы изменили свое отношение и желание измениться. Я пришел благословить вас сверхъестественным образом. Эти слова, которые вы слышите, означают жизнь. Это мой способ показать свою любовь
и взять вас за руку, чтобы вы преодолели все трудности. Я благословляю вас умом, повышаю благоразумие, меняю характер, даю много терпения. Я полностью меняю вашу жизнь. Мой дух покрывает вас и наполняет с головы до ног. Вы больше не будете идти к ошибкам, не будете желать грешить, не будете слабы перед искушениями, которые влекут вас к злу. Я даю вам достаточно сил, чтобы отказаться от привычек, сковывающих ваши мысли. Отныне вы будете думать о добром и праведном. У вас больше не будет искушения смотреть, слушать, говорить, читать и делиться клеветой и ложью, которые оскверняют ваш разум и ослабляют ваше сердце. Вы будете поражены тем, как сильно вы изменились и как благословенны теперь. Окружающие будут уважать вас и забудут ваши прошлые недостатки. Они простят вас за те проступки, которые вы совершили. Напишите 11 и 11 для подтверждения. Бог говорит, что ваша душа – хранилище такой обильной благодати, что отныне перед вами откроются новые двери, и к вам потекут невиданные благословения. Вы будете получать предложения о работе, которая принесет процветание и достаток вашей семье. В этот момент я прокладываю для вас неизведанный путь к светлому будущему. Исчезнет груз страха и напряжения, который ранее был вызван вашими ошибками. Ваша жизнь будет пронизана миром и спокойствием, лишена страхов и кошмаров. Моя кровь дала вам силу и свободу. Ни ложь, ни колдовство, ни обман не смогут причинить вам вреда. Ни он, ни его посланники не имеют над вами власти. Вы чисты духом, душой, разумом и сердцем. Такова награда, которую я дарую тем, кто без страха делится моим словом, кается в своих проступках и получает мое прощение. Тем, кто решил слушать меня и каждый день склоняться передо мной, чтобы получить благословение. Вы свидетели моей верности. Я признаю ваши усилия и искреннее желание следовать моей воле и поступать правильно. Ваша вера продолжает расти. И хотя вы, возможно, не видите всех моих ответов, ваша преданность остается сильной. Вы сравнимы с теми верными и прекрасными сердцами, которые были наполнены моим духом в прошлом. Несмотря на гонения и мучения, их непоколебимая вера восторжествовала. Вы, как и они, стали свидетелями моей славы в собственной жизни. Вы убедились в том, что я – путь и истина. Чудеса – это реальность, и в небесных сферах происходят сверхъестественные явления. Вместе мы встретимся в жестоких битвах и одержим победу, чтобы вы могли получить еще большие благословения. Моя верность сохранится, даже если вы потерпите неудачу. Я дам вам большую силу во время испытаний, чтобы вы не падали духом. Я не позволю никакому несчастью преодолеть силу, которой я наделил вас. Если я допустил трудность, то и решение найду. Если я направил вас по пути, я укажу вам выход, когда вы почувствуете, что заблудились. Поймите это глубоко и запечатлейте в своем сердце. Я никогда не отвергну вас за ваши неудачи, я не уничтожу вас из-за ваших ошибок. Я знаю, что вы не хотите вечно жить в грехе.
Ваше покаяние и готовность отвернуться от зла очевидны. Как я наделил своих апостолов решимостью и настойчивостью, так и вас я наделяю святым упорством в преодолении трудностей. Мое помазание струится по вашей душе. Я желаю совершать с вами необыкновенные подвиги. Ваш возраст не имеет значения, важна лишь ваша непоколебимая вера. Вы смело подниметесь посреди трудностей и одержите победу. Ты откроешь двери и разрушишь стены, стоящие на твоем пути. Ты мой любимый сын или дочь, и ты всегда останешься молодым душой. Напишите 888, чтобы подтвердить это. Бог говорит, что я вложил в тебя сверхъестественную силу, но не для того, чтобы ты возвеличивал себя или провозглашал себя пророком. Те, кто превозносит себя и считает себя выше других, будут унижены мной, но ты другой. Ты, если я позову тебя, встань, подними свое существо, протяни руку и присоединись ко мне в новое время чудес. Ваша вера в меня – это то, чем вы были. Вслушайтесь в мои слова и позвольте мне поселиться в вашем сердце. Оставайтесь до конца, впитывайте и удерживайте в своем существе эти чудесные учения, которыми я поделился с вами. Я абсолютно контролирую ситуацию. Ни одна деталь не ускользает от моих рук. Когда возникают трудности, ваши эмоции взбудоражены, а ум мечется в беспокойстве без передышки. Однако с этого дня я прошу вас не выходить из равновесия. В этом нет необходимости. Хотя может показаться, что обстоятельства ухудшаются, мой план разворачивается, как замысловатая головоломка, подгоняя все на свои места. Все встает на свои места. Все будет хорошо. Мое благословение уже близко, скоро оно воплотится в жизнь. Не обманывайтесь тем, что видят ваши глаза. Пришло время обновить свой умственный фокус. Не бойтесь того, что принесет будущее. Мое обещание позади вас. Все, даже кажущееся сложным, идет во благо тем, кто любит меня, как вы. Своими руками я подниму вас и направлю на верный путь. Позвольте мне успокоить ваше беспокойство. Прислушайтесь к моим словам и позвольте моему сверхъестественному миру и спокойствию войти в ваше существо. С этого момента не отвлекайтесь на прекрасные вещи в своей жизни. Поскольку вы благословлены с избытком, ваша перспектива меняется, когда приходит беда. Но не забывайте смотреть вперед, в другое будущее. Благословение приходит тихо и мягко. Я хочу видеть вас спокойными и умиротворенными. Стремитесь, будьте смелыми, моей благодати достаточно для вас, примите ее и получите. Я люблю вас и повторяю, я люблю вас. С сегодняшнего дня вы увидите эти слова, написанные на небе, на облаках. Солнечный свет будет рисовать их на твоих стенах на рассвете, а птицы будут петь от радости. Даже аромат цветов будет нести мое послание. Примите мои слова, почувствуйте, как они вибрируют от эмоций, проникая в вашу душу. Только в моем присутствии вы можете испытать эти божественные эмоции, которые сейчас переполняют вас. Встаньте отсюда,
и когда вы будете заниматься своими повседневными делами, эти слова останутся в вашем сердце, как горящее пламя, которое уничтожит несчастье, неуверенность, нервозность и беспокойство. Вы и ваша семья в моих руках, с вами ничего не случится. Слушай, я не оставлю тебя в этой ситуации. Напишите 777, если вы верите в него. Бог говорит, что сегодня я даю тебе победу, потому что ты моя любимая дочь или сын. Моя сила проявляется во всех аспектах твоей жизни, в твоем здоровье, работе и семье. Открываются великие двери, преображающие вашу нынешнюю ситуацию. Мои руки активно участвуют в решении волнующих вас вопросов. Поднимите голову и пусть не льются слезы, ибо я приношу вам свои могущественные благословения. С этого дня приходите к моему алтарю, чтобы выразить благодарность за чудеса, которые начнут раскрываться в вашей жизни. Примите меня с любовью в своем доме, где все будут уважать мое присутствие и искать меня. Я изменяю сердце, рассеиваю печаль и боль. Те, кто погряз в депрессии, снова улыбнутся. Я освобождаю ваш дом от болезней и голода, наполняя каждый темный уголок своим светом и спасением. Только я приношу бесконечную любовь и мир. Ваша жизнь и жизнь ваших близких находится под моим защитным щитом, оберегающим от бед. Я направлю ваши шаги к добру и любви, избавив вас от тревог, сомнений и страхов. Я люблю вас, я забочусь о вас и ваших близких с нежностью и лаской. Откройте свое сердце, чтобы принять всю любовь, которую я предлагаю вам. Посвятите время моему присутствию. Стремитесь к тишине и природе, где я буду питать вашу душу и обновлять ваше существо. Моя сила струится по вашим путям, открывая двери и очищая вас от негатива. Я очищаю вашу жизнь от того, что заставило вас оступиться, смываю ваши грехи, снимаю усталость и уныние. Вы смелы, верьте, все складывается в вашу пользу. Мои ангелы неустанно трудятся по моему повелению, чтобы обильно благословить вас. Укреплите свою веру и с энтузиазмом прославляйте мое имя. Вы любимы и всегда будете любимы. Я ускоряю время, чтобы вы могли держать в руках свои благословения и получать быстрый ответ на свои желания. Изменения, которые я совершаю в вашем окружении, направлены на ваше же благо. Приготовьте свое сердце и разум, позвольте моему присутствию занять свое место в вашем доме. Слушайте внимательно, и я уверяю вас, что ваша жизнь изменится. Я знаю ваши потребности и желания задолго до того, как вы их выскажете, но я хочу, чтобы ваши мысли и мечты стали ясными. Вы должны быть уверены в том, о чем просите и куда идете. Если вы стремитесь к успеху, за это придется заплатить искренней верой, горячей молитвой, упорным трудом и личными жертвами. Успех, который я дам вам, будет вечным благословением для вас и вашей семьи. Я не дам вам того, что вызовет печаль или отдалит вас от меня. Я желаю, чтобы вы добились успеха без страданий для вашей семьи. Я хочу, чтобы вы были светом в этом мире, но когда вы вернетесь домой, то найдете там только спокойствие и любовь.
Не позволяйте заботам овладевать вами и ослаблять ваше здоровье. Я всегда желаю вам самого лучшего, желаю вам настоящего мира и искренней веры. Пишите 111, если верите. Бог говорит жить в безмятежности и не беспокоиться о материальных благах, земные богатства эфемерны. Когда вы родились, вы ничего не принесли с собой, и когда вы уйдете, вы ничего не возьмете с собой. Но любовь и привязанность, которую вы посеяли в тех, кто вас любит, вера, которой вы делитесь, помощь, которую вы оказываете нуждающимся, а также ваша непоколебимая преданность – вот истинная духовная награда. Я буду называть вас дорогой дочерью или сыном, чтобы отметить вашу верность в мелочах. Я послал тебе значительное благословение, и однажды я увенчаю твою голову своими собственными руками. Моя сила способна изменить времена и сезоны, преобразить сердце и расставить все по своим местам, чтобы вы могли наслаждаться моими благословениями и оставить страдания позади. Я стучусь в вашу дверь, желая поселиться в вашем доме и наполнить вашу семью своим чудесным миром. Если я говорю вам, что все будет хорошо, пожалуйста, доверьтесь мне. Беспокойство о том, что я уже взял под свою опеку, только ослабит вас. Возьмите меня за руку и позвольте мне спокойно вести вас на зеленые пастбища. Мое желание – насытить вашу душу божественной любовью и святой нежностью. Не бойтесь трудностей, которые могут возникнуть, вы выстоите, а я буду с вами, не отпуская. Я признаю моменты вашей слабости и обращаюсь непосредственно к вашему сердцу. Я здесь с вами, а не ввергаю вас в смятение и отчаяние. Посидите со мной минутку. Не беспокойтесь о будущем и не тревожьтесь о состоянии мира. Сосредоточьте свою энергию на том, что действительно важно, на своей семье, на своем духовном росте. Питай свою жизнь моим словом и твори добро, проявляй сострадание к тем, кто причинил тебе боль, даже если они продолжают плохо обращаться с тобой, несмотря на твою любовь. Даже если они снова нападут на вас, покажите, что вы любите их так сильно, что готовы бороться до конца, чтобы ваша семья могла познать меня и быть благословленной свободой. Пока в мире царит неопределенность, не переставайте молиться. Напишите в своем молитвеннике имена тех, кого вы любите, и спросите меня, как я могу действовать в их жизни. Я знаю, что вы уже знаете их жизнь и мысли, но я хочу, чтобы вы активизировали свою веру, научились молиться о том, что важно, и доверять мне, несмотря на то, что другие могут быть напуганы знамениями на горизонте. Вам и вашей семье не нужно беспокоиться, я не оставлю вас и не покину. Будьте готовы, пока другие поддаются страху. Вы станете свидетелями великих чудес, прозвучат трубы, и время вашего освобождения будет близко. Теперь верьте, боритесь и живите. Не бойтесь того, что может принести будущее. Напишите 333, если вы верите в это. Бог говорит: верьте в мое слово, ибо для меня нет ничего недостижимого. Я глубоко люблю тебя и желаю услышать эти слова любви из твоих уст. Мне приятно слышать их от тебя. Скоро ты станешь свидетелем проявления силы в твоей семье и в твоей жизни. Наступает время мира, исцеления и благословения. Я чувствую вашу веру,
и прислушиваюсь к вашим молитвам, ваши отношения радуют меня, а искренность вашего сердца трогает меня. Ваша вера жива и постоянна, вы всегда пунктуально приходите в мое присутствие, что свидетельствует о том, какое значение вы придаете своей духовной жизни. Не забывайте меня, в отличие от тех, кто приходит лишь изредка и не доверяет вверить свои пути и планы в мои руки. Я желаю, чтобы вы передавали своим родным и близким пример вашего доброго отношения, чтобы они продолжали видеть плоды, которые прорастают в вас. По мере роста вашей веры и духа, ваш разум и душа будут укрепляться этим ростом. Вас ждут обильные благословения, но и большая ответственность. Я поставлю вас на передний план, чтобы другие видели, как я благословляю тех, кто повинуется мне, тех, кто со смиренным сердцем терпеливо ждет моего ответа, а не огорчается и нетерпеливо ждет, когда что-то идет не так, как ожидалось. Ваша жизнь, ваша семья и все, что вы делаете, находится в моих руках. Многие живут в тревоге, думая, что они находятся в постоянном кризисе и что эти времена неблагоприятны. Однако для тех, кто любит меня и покоряется моей воле, все хорошее возможно. Вы принадлежите к числу верных, сохранивших стойкость, поэтому двери благословения и счастья открыты для вас без перерыва в любое время и в любом месте. Смотрите в оба, ибо великая возможность близка. Многие отвергают благословения, которые я посылаю, потому что считают себя недостойными. На своем пути вы встретите многих, кто страдает и плачет, не в силах понять, что есть тот, кто действительно любит их, прощает их и предлагает им будущее, полное любви и надежды, а не боли и смерти. Если только они смогут преодолеть свое неверие и позволить мне излить мою любовь в их жизнь, то вы, напротив, принесете обильные плоды. Подобно крепкому дереву, которое растет и укрепляет свои руки, чтобы удержать благословения, которые я приготовил для вас, вы будете переживать великие чудеса в своей жизни и в жизни своей семьи. Я хочу, чтобы вы знали, что я глубоко люблю вас. Примите мою любовь и откройте свое сердце и душу, чтобы принять эту чистую привязанность, которая принесет вам мир, спокойствие и безмятежность. Обретите божественную силу, которая исцелит ваши раны, успокоит боли и стабилизирует ваши эмоции. Ощутите спокойствие, которое не найти нигде, только рядом со мной, когда вы приходите ко мне с желанием получать, расти и жить полной жизнью. Аминь. Напишите «Аминь», если вы верите, что получите это сегодня. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить свою связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!